Земельный участок, предстоящий под строительство многофункциональных имущественных комплексов, должен составлять не менее 1 гектара. То есть не меньше гектара. Это не клочок земли, там 2 соток и построил апартаменты и так далее. Речь идет о масштабном, небольшом, таком, не менее гектара земли. Дальше, что туда входит? Многофункциональные здания должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Абхазия, строительные нормы и правила. Если этих норм и правил не будет, значит стройки не будет. Требования к проекту многофункционального имущественного комплекса, а также порядок утверждения определяется Кабинетом министров Республики Абхазия по согласованию с главами администрации Ачимчирского, Ткварчальского и Галатского района. Где строить и на каких площадках возможно строить, это прерогатива администрации Ачимчирских, Гальских и Ткварчальских районов. Они принимают своим заседанием, своим решением у себя внутри рекомендации, где им можно строить эти сооружения. Есть там общественные слушания, есть общественные мнения людей, на что они будут ориентироваться. Также есть правила, которые устанавливает Кабинет министров, правила самого строительства. Да, проект функционального имущества комплекса должен утверждаться главой администрации. 5-й пункт. Общее количество апарт-отелей многофункционального здания тоже ограничено. На 3 района выдаются всего 10 тысяч. Никто не построит 10 тысяч за 1 год. И сперва наверняка наши администрации, они также любят нашу родину, и все, как и мы. Они сперва попробуют построить один небольшой комплекс. Из, я не знаю, 200 квартир, 300 попробуют. И бизнес тоже не сумасшедший, он не придет туда, где его средства будут в убытке нести. Они сперва попробуют, есть востребованность, нету востребованности. Я просто для себя хочу сказать, если в Ткварчальский район кто-то в Ткварчал придет, проинвестирует строительство хотя бы 2 пятиэтажек или 2 десятиэтажек парк-отеля, я буду считать его героем. Что в Ткварчале и в Гальский район на берегу моря, где дзоты стоят и будут жить там люди, я вам скажу, эти люди будут заслуживать сердца летчика и уважения огромное от всего нашего населения. Нету такого человека, который думает в Абхазии плохо. Все думают хорошо, но мнение разное. И руководство демократического общества составляется из того, что большинство мнений всегда доминирует. И руководствуются все действием большинства мнений. И вот это большинство мнений, согласно нашей Конституции, мы должны собрать вот здесь у себя в парламенте и принять решение. Если этот законопроект не годится и большинство депутатов скажут нет, значит он откладывается, уходит в долгий ящик. Правовой статус многофункционального здания. Правовой статус. В рамках многофункционального здания в обязательном порядке должно быть не менее 1 многоэтажного, не менее 7 этажей многофункционального дома. Что такое один? Один 7-этажный дом построить, никто больше не построит, не попробовав, бизнес не пощупав, будет он иметь спрос или не будет. Что в него должен входить? Кроме апартаментов должно входить средства размещения, занимающие часть многофункционального здания, и иные коммерческие помещения. Магазин, парикмахерская, все, что касается обслуживания этого здания, дома, сооружения. Это один 7-этажный дом, которого мы боимся построить. Дать возможность в Ткварчале построить, в Гале и в Ачимчирском районе. Это один минимум, что может построить. Найдите тех людей, которые придут и застроят сегодня весь Ачимчирский район или все обезьянный питомник села Тамыш, моего любимого села. Застроят Тамыш, построят там городок, и кто будет против, которые сюда придут. Я немножко отступлю, хочу сказать, что право покупки этого апартаментов имеют не только граждане России, которых мы здесь с ограничением запускаем, с проверками всех юридических, всех участников через МВД, СГБ, и наши граждане тоже. Это то же самое бизнес для наших граждан, которые, имея возможность, купят себе маленький парк-отель, 1 комнату, 2 комнаты, 2 парк-отеля, и будут его сдавать. И это тоже принесет ему доходность. Да, но есть какие-то определенные подводные камни. Найдите их. Все. Найдите их. Есть такое тоже. Найдите их. И такая Подводный камень найдите. Нет, я хочу просто некоторые вещи задать. изучите, Если у вас есть вы время. как инициатор, допустим, да, вот этого. У вас есть время. Не только он там. Вот, Да, ну и вы, ну, У вас есть соответственно, время, человек, говорю. У вас время есть на время. что? Читать, смотреть еще на сессии. Ну, Первое я чтение, никуда второе не чтение. спешу. Правовой статус апартаментов. Апартаментом являются коммерческие помещения. Апартамент может быть как индивидуальный, так и в общественной собственности. Право собственности на апартаменты как объект недвижимости подлежит государственной регистрации. Порядок государственной регистрации права собственности на апартаменты регистрируется гражданским законодательством Республики Абхазия. Апартаменты, 4, не являются жилищным помещением и не предназначены для постоянного проживания. Самые большие опасения, да, не предназначены для постоянного проживания.
Пятое. На апартаменты не распространяются нормы жилищного законодательства. Жилищный кодекс, которого у нас нет и не принят, на него не распространяется. На него будут распространяться отдельные правила, которые утвердит Кабинет министров после принятия данного законопроекта и разработает ее. Нормы и правила эксплуатации апарт-отелей. Они будут индивидуальны. Так же, как и будет определены сумма уплаты за налог на пользование апарт-отелями. Запрещается перевод апарт-отелей в нежилое помещение в жилое помещение. Запрещается перевод любых объектов с состоянием многофункциональных зданий, равно как на самого многофункционального здания, целиком или частично в жилое помещение. То есть в законодательстве все опасения прописаны, что невозможно из него сделать жилье. Если мы так разумно не подойдем, то я хочу сказать, в Ачамчирах, там, вот, где я привожу, там, в Гальском районе построенный красиво хороший апарт-отель с видом на море. В зимний период кому-то будет интересно просто прийти, да, с человеческой точки зрения. Мы же все люди земного шара одинаково, мыслим, комфорт ищем, да. Кто с комфортом туда может прийти и зимой, когда идет ливень, дождь, сырость, сидеть и смотреть на море? Ну, день посмотрит, 2-3, а потом что будет делать? Потом скажет, нет, погода не позволяет, я поехал. Максимальное количество дней по всем статистикам, которые может здесь побывать у нас гость, мы же хотим пробывания наших гостей, которые тратят у нас деньги, максимальное количество, больше чем 55-60 дней не пробудет здесь владелец этого парк-отеля. Не сможет. Условия природные не позволят. Ему будет скучно и неинтересно. Или он его не купит. Мы же ему не дарим, чтобы он пользовался. Или он его не купит. Дальше. Это небольшую. Статья номер 6. Обязательные платежи собственника апарт-отеля или иных коммерческих помещений, многоофициальных зданий, обязательства соблюдаются миграционным законодательством. Если кто-то в миграционном законодательстве к нам придет и будет нарушать, у нас есть хорошее миграционное законодательство, которое примет меры и выдворит или впустит, или не пустит их сюда на определенное время, ему даст отсутствие возможности, если он его нарушил. Собственник апарт-отеля, коммерческих помещений, многофункциональных зданий несет обязанность по оплате расходов, возникающих в связи с предоставлением услуг по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению, коммунальных отходов в соответствии с установленными тарифами согласно республиканского закона в Республике Абхазия. Тут это именно прописано, что они являются общими потребителями, и для них отдельно устанавливает опять Кабинет министров, та самая исполнительная власть, которая им будет давать эти условия. Что касается, я прохожу гражданское право, 6. Гражданское право сделка по владению, пользованию и распоряжению апартаментов и иные коммерческие помещения многофункциональных зданий. Гражданское право, правовая сделка по владению, пользованию и распоряжению апартаментов и иных коммерческих помещений многофункционального здания осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом законодательства Республики Абхазия. Ну, все там прописано. Чего не будет прописано, исполнительная власть будет инициировать в нашу сторону, мы будем это применять, рассматривать и также прописывать его в виде закона. Такие правила реализации любых новых законов. Такие правила. И необходимо внести и в Гражданский кодекс изменения здесь, приводить их в соответствие в случае невыполнения кем-либо участникам данного процесса каких-либо своих правовых обязательств, что ему будет впоследствии этому грозить. 8. Основанием для ограничения права на приобретение в собственности многофункциональных зданий, апартаментов и иных коммерческих помещений, многофункциональных зданий, а также право на предоставление земельных участков под строительство многофункционального имущественного комплекса расписано детально. Вот все, что мы услышали на улице, все, что было слышано, все мы прописали с коллегами. И тут прописано, 92-й, 93-й год, кто плохо дышал, кто плохо говорил, и что есть вопрос возможности СГБ. И мы на большом расширенном заседании смогли задать, могут ли сегодня службы безопасности этот вопрос регулировать и контролировать. На что было четко получено, да, мы можем четко контролировать эти вопросы. Если мы ничего не попробуем, мы ничего не сделаем. Нам надо двигаться вперед, иначе мы не достигнем тех результатов, которые... Сегодня, когда российско-абхазскую границу переходит человек с российским паспортом, но при этом у него грузинская фамилия, он без паспорта в Абхазию не заезжает. Хорошо. Будет соответствующая инструкция, которая будет запрещать этническим грузинам, не проживающим в Абхазии, приобретать. Отдельная инструкция. А мы не вступим в конфликт с Российской Федерацией? Нет, из-за этого мы не вступим. Мы вступаем в конфликт из-за отсутствия таких дел.
Дауд, я предлагаю вам, если вам нужно текстовые поправки внести, у вас это опасение, внесите, мы это внесем и рассмотрим, не проблема. Средства уплоченные, и самое существенное, да, средства от уплаты сборов собственника апарт-отелей направляются на обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия в порядке, установленном в бюджетном законодательстве Республики Абхазия. Я уже заканчиваю. Второе. Действие настоящего закона распространяется на проектирование строительства многофункциональных имущественного комплекса земельных участков, размещенных в которых представляется в соответствии с земельным законодательством после дня вступления в силу нашего закона, настоящего закона. Земельное законодательство, все остальное будет регулировать. Среднее, самым главным показателем, мы опасения свои с точки зрения, что могут купить граждане грузинской национальности, могут купить там недобросовестные покупатели, их назовем, мы это исключили в вашем законодательстве. Если кто-то еще готов сюда дополнить текстовые надписи, пожалуйста, выдавайте, мы будем дописывать. Что касается экономического эффекта, среднее размещение предлагается 150 гектаров земли на 3 района. Это много или мало? И не сразу. Я уже сказал, что они поэтапно не придут сюда коммерческие структуры, которые сразу возьмут и построят. И в этом тоже они будут ограничены, что они будут давать поэтапно деньги. Они сюда просто не похоронят деньги, коммерческие структуры. И возможность их приобретать тоже будет зависеть от рынка спроса. Но средства, которые... В равных долях 50 Порчалский район, Нет, 50... рассматривает Кабинет министров по заявкам администрации. Среднее поступление при 10 тысячах апартаментов, в которых сегодня планируется налог, это 500 миллионов рублей. Вот расчеты Министерства экономики, которые показали, что 100 семей, это может обеспечить 100 семей. Жильем обеспечить 100 семей. Нам 500 миллионов надо из 150 гектаров извлечь доходную часть дополнительно, кроме налогов, кроме инфраструктуры, кроме всех занятостей нашего населения. Нам нужно это? Нам нужно это пробовать? Как не нужно пробовать? Необходимо. Ну, как мы иначе будем развиваться, идти в ногу со временем? По-другому мы не дойдем. Ни до какого пути. Нам нужно именно эти позиции пробовать и смотреть. Существует мировая практика везде. И тут столько ограничений мы устроили им, что вот вопрос еще, с какой активностью они сюда придут, с большой, с маленькой. И много здесь индикативного эффекта. Занятость населения. В Ачимчирском районе уже много раз говорили, что часть населения сегодня работает в Пицундах. Они едут туда за заработком. Моих половина соседей сегодня там. Мы построили в селе Тамыш, благодаря инициативе личных людей, построили дом отдыха, один из небольших. Она заняла большей части населения села. И село отток перестал. Мои племянники ездили в Пицундах, работали в такси, а сейчас они сидят дома со своими детьми и работают. Утром приезжают 9, отдыхающих повезут на Отапскую пещеру и положат 2-3 тысячи рублей, у них всегда есть. Они перестали нуждаться, они стали лучше жить дома. Вот на восточной стороне, кроме главы, кроме ветеранов, которых мы знаем, Нодарка Кубава, Сидор Доча, наши коллеги, которые уважаемые, достойные, там всем силам, населением они помогают. Помогает президент, помогает тот, кто имеет возможность. Давайте их тоже забудем. Их ценить надо, им надо сегодня помочь. Сегодня государство и глава государства, в присутствии него я заявляю, он обязан помогать тем регионам, и правительство Республики Абхазия должны и обязаны помогать тем регионам, где есть экономический такой упадок, где есть кризис. И эта ситуация же, она не возникла сегодня, эта ситуация возникла в послевоенное время, после того, как война закончилась, и все объекты, которые там были, заводы, предприятия, они все раскурочены, они все уничтожены, потому что этот город бомбили. Историю города я сейчас не буду по-новому рассказывать и объяснять, что перенес этот город. Я конкретно говорю, то есть коллеги тоже за каждый свой регион выскажутся, я конкретно говорю за свой регион. Мы сегодня находимся там. Отток населения у нас начался не сегодня, отток населения у нас начался уже лет 15, наверное, тому назад, такой мощный отток пошел. Это был 2012 год, тогда был президентом Республики Абхазия Александр Золотинский Чанкваб. И когда мы столкнулись с этой проблемой, мы
сделали такое предложение, сказали, что, уважаемый Александр Золотинский, мы хотим уже вот группой людей приехать, представители взрослого поколения, представители молодого поколения, и хотим обсудить данную проблему и данную ситуацию. И вот и мы пошли по этому пути, и в итоге, ответ Александр Золотинский нам сказал, что не надо, говорит, ко мне сюда ехать, я, говорит, к вам туда приеду, и все вопросы мы с вами там обсудим. И, естественно, все эти вопросы о том, о чем вы говорите, Резу Платонович, об оттоке населения, это было еще тогда нами озвучено. И были какие-то шаги, на самом деле мы пришли к общему, и вот как-то, и потом уже события 2014 года, они, конечно, оставили свои плоды тоже для города, и многие стройки, которые после этого года остановились, и до сих пор они не восстанавливаются. Слава Богу, до 2014 года те объекты, которые были восстановлены, они до сих пор функционируют. И хорошо, что успели это сделать для нас, потому что это очень много значит. Если бы не было бы тех объектов, не было бы тех детских садов, не было бы тех школ, накрытых домов в городе многоэтажных, и сегодня совсем город опустел бы, наверное. Яха, час званас, час зижва, азавади хаму. Амзен нцовала фухо айн роулак, яхот хопхадзар алабас, елыш кардиебш. Зквиш цара чардзует мышка. Вы амзаки юбах папш банза. Хубаф бабжба бейнергна, а шцр дзуе. Я ногой. We are not good. Awa azam, awa para grimazam, arwala fukhigazam, arpenchuvitsergan, akhala halatsuji duma, penchuvitserna siro, pencha, zinzimaj zemi, ritshami, we abrijatsu khono biuneski khosh matanaz, ya jaraka aqal hanala tsuji, khosh matrop, yarban huntkaro duniya ji, qajlar nwaz, yarban huntkaro duniya ji, khosh mat, na pensiu zawa. وإذا جرجع زم حكي أنا خالق وجيجي خير نزكي خوش مع ترجمة زحني أبرز جيزي جبريا رح زالت شوية بس واس نالس نخوجي جبريا يزجنا شو سخوت رصدخان أبريا تقول إذا شيء شنو توي يا ربري زكبان بحذر مامزر يا برترجل ركوبري قلار حراح خن زاخو بشوا حرا ريس متصر سخال يخد سناق زماري على زارن شرط بسنة خنر نيونس خنز يندحزو ويزة تقول زاشة حرا ويزة تقول زاشة وحاش تروح تخزم هاوي شو كرجعنا كنت واجنين حرخات حارت زوجي داعندن حرخزوم يخ شنز كيكوا أورس زبسز شوي يخ بسنيلو يخ ما تشوف حب حشتراج يحبزوم يزبنزر يا أخي كروفر تجوما ما سساير تجوما بشرط تبكر جوما أبري أبشر جادا واحد جرجيو بدزوم يجي ساكلا كجنزام وعنقزم يحس ما تشوف واي حمو سيرفيس خنا هري سيرفيس حسابه جوي دانا قرب يحاولنا تتقول زاش. Хочу вкратце рассказать, какова ситуация в Гальском районе, так же, как и в Творчерском и в Ачамчирском, тоже остается очень сложной, депрессивной. И сегодня нахождение граждан Российской Федерации на территории Гальского района, я думаю, что это нормальная ситуация, потому что приграничный район и нахождение российских пограничников мы видим, как положительно повлияло в плане идеологической и политическом отношении. И нахождение граждан России в Гальском районе и приобретение апартаментов, я думаю, что так как и экономически, так и идеологически повлияет положительно. Вопросы относительно касаемо этих регионов у нас стоят, мы в приоритетном порядке, в принципе, к этому и подходим, и относимся. По крайней мере, с моей стороны это было так. Мы внесем поправки, возьмем, обсудим, в любом случае углубимся в этот проект. Просто вы говорите о том, что человек приедет, будет там свыше 60 дней находиться, потом заскучает, ему скучно станет, он уедет. Но это, я думаю, что не совсем такого рода правильный аргумент. У людей есть определенный вопрос, который будоражит их. Скрытая продажа жилья, недвижимости и тому подобное. В принципе, честно говоря, вот заезд этих людей на 180 дней, потом выезд и опять переход через эту границу и возврат сюда, получается год. Эти люди практически все это время будут здесь жить, за исключением тех, которые будут сдавать это жилье. 180 дней – существующая норма. Дни, которые он должен провести здесь. И по ключам, потому как он зашел в комплекс, а каждый комплекс будет стоять на учете, в компетентном органе все это будет видно. Тут эти вещи здесь не прописываются, есть нормативы, приказы, миграционная служба. Там можно усилить
еще раз посмотреть. Но я как человек, который работал в правоохранительных органах, знаю, как это делается, и в этом нет проблем. Если это вас беспокоит, то это будет решено таким образом. Вот есть проблема с электроснабжением. Да. Вот каким образом сегодня вот эти 10 тысяч апартаментов, которые будут построены, как они будут запитывать? У нас потребление электроэнергии летом и зимой разнятся в 2 раза. Если летом мы потребляем 5300, зимой 10. У нас дефицит электроэнергии зимой. И установка газгольдерных станций, вот, например, на Маяке сейчас строят объект, я видел проект, они это дело предусмотрели. Это удорожание на квадратный метр примерно на 4000 рублей, всего-навсего. Приезжает машина сегодня, 20 дней один раз из Сочи, заправляет. В дальнейшем что это дает? Наличие газгольдерных станций на этих объектах. Мы имеем в планах газификацию Абхазии, у нас уже будет потребитель. Это тоже бизнес. Если «Газпром» заходит строительством со свои деньги сетей, у него должен быть сбыт, у него должна быть окупаемость. Вот эти люди, которые будут строить объекты, если мы такой закон принимаем, при котором будет обеспечение газовое, газгольдерная станция, это потенциальный потребитель. Вот таким образом данный вопрос будет решаться. Но там, где не будет такой возможности, в силу каких-то причин, документация разрешения на строительство на объект выдаваться не будет. Этот законопроект, который мы сегодня инициировали, группа депутатов, инициировали как маленький, небольшой пилотный проект. Это выгодные инвестиции. Мы обозначили, что строительство не начнется бумом. Строительство будет регулировать местные органы власти вместе с кабинетом министра. Внесли дополнение. Нет ни одного закона в мире, который написан на пожизненно. Это самый сегодня полезный закон, который может принести небольшое, маленькое хотя бы развитые районы, которые сегодня мы ограничили такими возможностями. Это тоже будет интересно. Я, как глава государства, уважаемые депутаты, хотел бы, может, кто-то успел прочитать, кто-то не успел прочитать, еще раз вас с этим ознакомить. Вот в выступлении депутатов было сказано о том, что президент, исполнительная власть обязаны решать проблемы. И мы, конечно, обязаны. Эти проблемы решать обязаны все, кто избран, все, кто уполномочен, в том числе и депутаты тоже. У нас, я неоднократно об этом говорил, 140 тысяч людей трудоспособного населения. Из них официально устроены 42 тысячи. Примерно, по нашим подсчетам, 30 тысяч человек самозанятых. Около 65 тысяч человек у нас не имеют работы, не имеют надежды, не имеют устроенного быта, не имеют возможности создать семьи. Вы же знаете, есть такой термин «трудовая миграция». Очень многие люди, вся миграция, 90% мировой миграции связана с возможностью найти работу. Вот что у нас делают жители Средней Азии? Как они здесь оказались? Зачем они здесь оказались? Зачем часть жителей Ткварчала переехала в Пицунду летом, в Афон, в Сухум? Для чего? Для работы. Я думал, что у нас работа с парламентом будет построена таким образом, что мы будем обсуждать глобальные вопросы. Глобальный вопрос, как людей обеспечить работой, дать им надежду, дать возможность воспитывать своих детей. Это самый главный вопрос. И он никогда не должен сходить с повестки дня. Это глобальная задача. Мы ее не смогли решить. 42 тысячи работающих, вот эта цифра у нас колеблется уже 15 лет. Я глубоко убежден в том, что мы в полной мере не воспользовались теми возможностями, которые у нас открылись после признания России независимости Абхазии. Мы достигли политического суверенитета, мы не смогли достигнуть экономический суверенитет. А эти вещи формируют государственный суверенитет в целом. Экономический суверенитет, он преобладает. Какое-то количество лет можно заниматься политикой, обещать, обнадеживать население, они в тебя верят, рано или поздно это заканчивается. Люди хотят жить сейчас, сегодня, давать образование детям, больные хотят быть вылеченными. Мы не можем ужесточить правила экономической игры, мы не можем повышать ставки налогов, субъектов, количество расти, это мы не можем себе позволить. Значит, нам нужно создавать условия, чтобы игроков экономических было больше. Фобии понятны, которые есть, они понятны, но в этом законопроекте, и в первом, который был внесен администрацией президента, и в том, которые внесены
значит, депутатами с восточных регионов, эти вещи отражены. Политический контекст вокруг нас, он очень текучий. Вот мы наблюдаем с вами такую картину, когда взаимоотношения между Грузией и Россией, ну, скажем так, приобретают нормальные формы, да, там улучшаются как минимум. Это тоже надо иметь в виду. Я совершенно точно могу сказать, что политическая элита грузинская, перед собой действующая власть, ставит цели заявиться как о нейтральной стране, внеблоковой, установить хорошие отношения с Россией. И мы в этом вопросе, наша судьба тоже будет ставиться ими. Нам не нужно в этих условиях, мы не имеем права в этих условиях игнорировать наши политические возможности, дипломатические. Мы должны чутко эту историю чувствовать. Вот где линия, по которой надо пройти. Еще раз хочу сказать, я не приемлю некоторые термины, которые озвучивают в отношении россиян, что они, там, у нас в последнее время в СМИ появляются такие оценки, как колонизация и так далее. Но так нельзя, это неправильно. Так нельзя, потому что так получается по сей день. Вот возникает какая-то серьезная проблема. Часть проблем мы решаем здесь, часть проблем мы ищем решение в Российской Федерации. Вот этот аспект тоже надо иметь в виду. Слушайте, когда говорят о том, что там неразумное использование земельных ресурсов, на реализацию этой программы нужно максимум 150 гектаров. У меня к вам вопрос как к депутату, да? Вот сколько вопросов вы задавали, когда принимался законопроект указом президента о свободной экономической зоне в Гальском районе, там, где выделено было 7 тысяч гектаров. Почему вы не стали инициатором отмены этого закона? Вы знаете, что такое свободная экономическая зона? Огороженная территория, туда никого не пускают, таможенный пост, платят один вид налога и все. Почему это вас не беспокоит, мои дорогие друзья? Этот закон уже принят с 2017 года. Почему это никого не беспокоит 7100 гектаров? А 150 гектаров стало предметом вот такого тщательного изучения, за что я вам благодарен, конечно. Я понимаю, что вы любите свою страну. Я не меньше кого-либо люблю свою страну. Наша задача состоит в том, чтобы мы сохранили свой народ и дали возможность ему развиваться. Вот когда на сопредельных территориях разность потенциалов и уровней жизни становится очевидным, в государстве в любом начинаются негативные процессы. Маркс был прав. Материальное оно как бы движет человеком. У нас есть возможность, соблюдая свой суверенитет, соблюдая свои принципы, соблюдая свои законы, опереться на возможности Российской Федерации и сделать экономический скачок в восточных регионах Абхазии. Вот 1055 гостиниц или средств размещения в Абхазии. В 3 районах 29. В торговом обороте 3 района дают 5%. В бюджете 3 района дают 2%. Вот здесь уже построили в городе. Как попало же строят. Нормативные акты, которые были в 2019 году приняты правительством того периода. Вы почему по ним возмущения не высказываете? Строительство же идет. Кто вам мешает? Что мы с этого имеем? С того, что построили апартамент здесь, там, продали. Государство что получило? Физическое лицо, гражданин России, не имеющий гражданства Абхазии, приобретает, уже приобретено. Процесс пошел. Мы говорим, давайте мы его откроем, обложим налогообложением. И сделаем так, чтобы апартаменты строили не на 0,2 гектара, где попало, он построил там тонкую высотку с одним подъездом, как апартаменты продал. Давайте это привяжем к определенным нормам, которые мы примем. Гектар, 25% зеленая парковая зона. Места не здесь, а в Восточной Абхазии. Я просил бы вас, дорогие друзья, если я пользуюсь и имею кредит доверия от присутствующих здесь депутатов, эту идею, связанную с реализацией проекта в Восточной Абхазии, поддержать. Если вдруг случится так, что мы ошиблись, ну, это можно будет всегда внести изменения. Вот ошиблись в 2017 году, когда 7 тысяч гектаров отдали под экономическую зону. Тогда ошиблись, молчим.
И сейчас я вам говорю, ошиблись тогда, меняйте, надеюсь, вы это поменяете, 7 тысяч гектаров. А 150 или 50 или 100 в 3 районах, под это дело дайте. Наши будущие поколения вам скажут спасибо. Я в этом уверен, в этом нет никакой ошибки. Дорогие друзья, кто из нас 5 лет тому назад на повестке дня рассматривал вопрос строительства аэропорта? Это казалось реализуемой задачей? Нет, потому что считали, что это невозможно. Но если сегодня этот процесс идет, он с Божьей помощью должен завершиться, ну, конечно, это придаст другой импульс Восточной Абхазии и всей Абхазии. Найдутся. А что Восточная Абхазия по своему потенциалу, по своим красотам, она же не уступает западной. Просто там на самом деле нет. В советское время началось с Пицунды, с Гагры, обустраивали с этой точки зрения эти территории. И еще один очень важный момент, на мой взгляд. Отток же идет не только из Ткварчала, из сельского населения тоже. Как людей оставить в селе? Вот пример Тамыш. 4 семьи вернулось, нашли работу, люди не уезжают. Что такое оставить, сохранить наши села с населением? Сохранить родной язык, родную культуру, быт, историю. Потому что в городе этот процесс размывается, он становится менее очерченным. Вот в комплексе, я говорил и сейчас хочу сказать, приоритетное направление экономики – это туризм, это сельское хозяйство, это логистика, транспорт. Нам не нужно портить свою природу. Господь Бог нас наделил прекрасными климатическими возможностями. Этим надо пользоваться. Постоянно личность все переводим, у нас система, к сожалению, не налажена. Понимаете, проблема в этом. Проблема в том, что мы там есть на каких-то фронтах у нас успех, в каких-то министерствах, ведомствах, но они не связаны с реформами. Я знаю, там, допустим, в районах у нас нету ни канализации, ничего. Я просто не представляю, каким образом это все будет контролироваться. Они не получат разрешение на строительство до тех пор, пока не будут выданы все соответствующие технические условия, которые будут соответствовать нормальной эксплуатации того комплекса или иного комплекса. Это правило. И эти правила будут заполняться нашим законодательством в виде нормативных актов и подзаконных актов. И без этого этот проект, этот закон работать не будет. Все эти опасения, опережающие события, они будут учтены. И на то и есть мы с тобой сегодня. Если у тебя есть сомнения в реализации этого закона, то мы обязаны внести поправки сюда. Не критиковать его, а вносить свои видения, как этот закон, чтобы он лучше работал. Обсудить и большинством или меньшинством голосов принять за или против. Вынесение данного законопроекта на сессию прошу голосовать. Ашот? 5. Вопрос на сессию.